Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, исходя из течения коронавируса штамма омикрон, на настоящий момент у нас зарегистрировано 425 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 16 человек, или 3,8% от общего количества, находятся госпитализированы. За сутки 22% новых случаев заболеваний зарегистрированы в городе Якутске, в районах зарегистрировано 78% случаев. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационарах получают лечение 10%, в амбулаторных условиях 89,7%. За сутки выздоровело нашими врачами, к выздоровлению привели 533 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, что касается города Якутска, то с завтрашнего дня будут закрыты стационары, которые работали при поликлиниках в городе Якутска. И, соответственно, ковидные койки для лечения ковидных больных останутся в специализированной больнице Якутская республиканская клиническая больница. Республиканская больница номер 2, так как она является больницей экстренной помощи, и, соответственно, неизбежно туда могут поступать люди, которые болеют ковидом, а операцию необходимо будет делать. И, соответственно, Республиканская больница 3, где на настоящий момент оказывают также специализированную помощь по лечению ковидом для определенной категории граждан старшего поколения. Ну и кроме того, обращаю внимание на то, что в течение, до конца этой недели будут решены вопросы по началу работы ЛРЦ, которые относятся к РБ-3, для того, чтобы мы начали в том числе и работу по реабилитации постковидной. Основной задачей сегодня является реабилитация постковидная. Соответственно, с ней мы на настоящий момент и будем работать. Кроме того, в целом по республике для сохранения коллективного иммунитета и для сохранения здоровья граждан необходимо не забывать про вакцинацию. Мы сегодня достигли цифры 600 человек по республике, 600 тысяч человек по республике получили первую вакцину. Ревакцинацию сегодня 61,3% прошло от количества людей, у которых наступил срок ревакцинации. У нас остаются низкие темпы вакцинации в рядных районах, но необходимо обратить внимание, что это те районы, в которых достаточно большое количество было заболевших. На настоящий момент среди улусов республики во всех стационарах, во всех улусах, кроме 3, Анабарского и Алайховского, на больничных койках находятся люди в стационарах, в наших ковидных госпиталях. Самое большое количество заболевших у нас находится, к сожалению, продолжает находиться в Мегино-Кангаласском. И вот появился у нас среди этих улусов вновь Амгинский улус. Соответственно, относительно них будут приняты специальные, опять же, меры методические, которые может оказывать сегодня Министерство здравоохранения Республики. Колл-центр 122 по ковидным заболеваниям также продолжает работать. 344 звонка входящих обработано. Волонтеры, у нас тоже на 8 марта лишь только поздравляли докторов и, соответственно, обзванивали наших постоянных лица старшего поколения, для того, чтобы поздравить с 8 марта.